Интересно, тут дорога или нет. Да, Буран сейчас, ребят, поехал. Что-то мы от реки отошли, здесь он проехал. Он спускается по реке. Где-то параллельно дорога должна быть. Здесь еще и очень густой лес, потому не буду туда заходить. Ну все, следы рыбаков. Там избушка у Сергея, у Васьки Михайлова на новом этаже, или как там, или Поповых. Лодка рыболовная, рыбацкая. Здесь должна быть дорога. Ладно. Все, теперь я понял, где я нахожусь. Неприятный участок здесь, конечно, но тропинка вот туда идет. Там выше на поворот изба. Я пойду вот здесь. Так, подожди. Подождите-ка. Дорога там. Дорога там. Да, вот тут. На этом повороте. Что-то ориентир, чтобы не потерять. Заброшенная дорога. Фу. Так, вроде тут. Но тут, конечно, идти тоже будет. Скажу вам. Вот по таким зарослям. Трава высокая, блядь. Раньше лесорубы тут дорогу делали. Ой. Ну ладно, другого варианта нету. Здесь пройду. Вот она, заросшая уже. Здесь в траве. Но лучше пути нет. Вот старая колея видно. На КамАЗе тут ездили. Ну вот так я иду, ребят. Тут терпимо еще. Начало не очень было. Следы куницы одного видел. Рябчика. И все. Ну что сказать. Еще пару слов скажу про этот костюм. Сегодня минус 22, местами даже 25. Но ощущение даже, я как говорил, минус 30. Куртка себе показывает вообще на отлично. Хорошо, что я оделся так. Я бы, сук, не сегодня просто замерз. Даже в зимней шапке комфортно. Не жарко. Но ходить в костюме легко. Тепло. Не жарко, не холодно. Вот так я комфортно себя чувствую. Вот. Горка 3. Исландия. Цвет олифа или как там, оливковое цвета. Ну вот, я уже выхожу на трассу. Вот. Ну сейчас буду спускаться вот по этой дороге. Косачи улетели куда-то и испарились. Куда-то в тайгу, наверное, улетели. От реки далеко. Ну, самое главное, процесс охоты был. Мне понравилось. В такую погоду даже как-то мне удалось выстрелить в птицу. Это что-то. Потому что они издалека улетают. Но они там на солнышке грелись. Поэтому, наверное, забылись как-то, что где-то рядом опасность. Может быть, они просто на солнце грелись. Собака
Далеко опять летает там. Догонит. Ну, тут ничего такого серьезного нету, но может белка или рябчик. И все. А недалеко тут. Нет, туда не пойду. Я уже замучился там. Я выходил по буреломам всяким. Старая дорога. Смотрите, ребят, горы земли подняли экскаватором вот здесь. Это рай для рябчиков. Они будут камушки собирать. И, в общем, им нравится свежая земля. Такая вот, непонятно, без камушков. Но мелкий камушек-то всякое есть. Фу, бля, напротив солнца ослепляет. Там какая-то техника работает. Или бульдозер, или грейдер на повороте. А вроде грейдер. И бульдозер, и все вместе. Короче, расширяют дорогу. Все, поехали. Пообщались немножко. Что, возможно, уже расширяют. Говорят, больше не будем расширять. Такая техника. Ладно, поедем. Поедем, говорю, пойдем. Все иностранные КАТ. Какая-то фирма КАТ. Экскаватор у них хороший, крепкий. Потому что когда К-700 вытаскивали из реки, я видел, как это, какая мощь у экскаватора. А там выше моей избы, ну сейчас подойду там, может там еще включусь. Там, короче, надо еще, говорит, выписать лес, чтобы вырубить. А здесь, я говорю, пошире еще, как сказать, расширьте дорогу, да нельзя, говорит. Короче, что им сказали, то и делают. После всего этого еще дополнительно будут мосты ремонтировать, вот как здесь. Вот такая небольшая лежня тут. Это разберут. Ну, не знаю, как будут переделывать. Может, как пучок леса туда закинут, чтобы вода прошла. Без понятия, но на века не будут строить. Времянку так поставят еще. Смотрите, как все гладко. Пипец они делают, конечно. Получается вообще нормально. Так что до избы на Жигулях запросто можно и на иномарке подъехать. Вон она, как лист бумаги дорога. Так что это говорит о том, что дорожник опытнее. Уже руки набиты, все набито. Профессионально работает. Здесь какие колеи раньше были. Все сравняли, вон. Вот так. Ну все, ребят, я на избе. Сейчас еще встретился, К-700 поднялся он. Тоже туда выше поднимается, там дальше дорогу делать. Печка еще дымится, вон, смотрите как. Так что еще не пригасла. В избушке тепло. Сейчас немножко, как сказать, передохну. Но я не устал, в принципе, не устал. Мне надо согреться. Это руки немножко замерзли. И буду рвать вот эти, как сказать, ветки для метлы. Еще соберу ветки, потом уже на рыбалку сходим. Да, Туан? Сейчас немножко потеплело. Сейчас 17 градусов. Было 22. 2 мышки уже поймал.
получается, ну, может и сейчас тоже сидит одна. Так, накормлю собаку, там у него каши до хрена еще. А пол кастрюли. Ух, жара, тут тепло. Ташкент. Смотрим. До хрена еще дров. А еще одно вот это. На сегодня вполне достаточно будет. Если только что-нибудь сварить там больше огня. А так, чтобы жар поддержать, это вполне достаточно. Картошку съем, как и вчера, что я ужинал. То же самое я сейчас буду есть. Потому что готовить я не стану 100%. У меня тут еще 4 котлеты. Картошка есть, хотел пожарить, но так, съем и... Тоже нормально. В избушке тепло, хорошо. Но ночью как? Ночью вот я вставал несколько раз. И, знаете, когда очень большой жар получается от печки, какой-то запах все равно выделяет эта труба. Как будто похож, я уже не раз говорил, что похож на запах отработки. Вот этот запах тоже в эту ночь была. Когда вот тлеет, как сказать, дрова тлеют, и со временем она разгорается, и тогда жар получается. И вот какое-то выделение. И уже сколько разрядился аккумулятор. И вот что в этой избе этот запах есть, что на второй избе. Это получается, если вот, скажем, если тут только, если что там, что здесь, на обеих избах один и тот же запах, это получается от трубы, потому что труба одинаковая. С одного магазина я купил, с металлобазы. И выделение идет от трубы. Но почему-то вот от жары это уже должно было пройти. От жары лем. С наружной стороны уже все, как бы смазки нету никакой. Там уже ржавеет труба. Все должно уже проходить, но до сих пор она есть. Так, аккумуляторы заряжаются. Вот сукно, о чем я сегодня говорил. Как бы хорошо, что я в нем не оделся. И это демисезонное сукно тоже для сегодняшнего мороза. Это чуть-чуть прохладно. Вот, короче, сейчас съезжу я, ребят, за этим, за донками. Немножко набрал ветки березовые. Вот такое количество. Кое-как завелась. Ну, с одного раза, но аккумулятор, скажу вам, надо подзарядить. Вроде как какая-то техника спускается. Да, слышно. Он едет. Может, поднимается. Непонятно. Тулан беспокоится. Погнал К700. Тут утюг тащит. Но тут дорогу еще будут расширять. Этот лес выпишут там. Дорога широкая тоже тут будет. Я уже на озере. Пойду до крайней жерлицы. Тащу вот так сани с собой. Конечно, капитально все замерзло, не знаю. Пешни нету, топор взял. С топором как-то. Не размотала ничего.
Ну, каждые 30 метров примерно жерлица стоит. Ребят, еще не так хорошо. Многие туда. Потому что очень жестко примерзло все. Прям где-то сантиметров 10-15, наверное. Лунки все замерзли. Пешня нужна. Такой рыбалки. Капец. 3 штуки уже взял. Ничего нету. Ну, то же самое. Пусто. Короче, если ничего не будет, я снимать дальше не стану. Просто быстро-быстро буду забирать все. Так, ельца я вытащил. Весь в траве. И вся была размотана. 2 крючка у меня тут. Короче, кто-то его поцарапал, смотрите. Все-таки щука подходила. Он следы. Уйди, Тулан. Зацепишь, блин. О, глаза вон. Глаза это могут и жуки всяко разные там. А вот следы зубов у щуки явно видны. Сейчас дам я тебе этого. На. Любит сырую рыбу. Очень сильно любит. Волчара. Морда как у волка. Да? Блин, сколько уже там? С десяток, наверное. Ни одной рыбины еще не поймали. Ну вот, ребят. Еще 3 штуки осталось проверить. Вообще без клёвки. Но щука есть, потому что 2 рыбины как бы царапали. Там одно ельца, и здесь еще на повороте одно плотву. Лед толстый, замерзло все, очень неудобно. Надо пешня для такой рыбалки. Или вообще в такой мороз лучше дома сидеть, а не рыбачить. Замерзает все. Я сам обледенел уже вообще. Сейчас очередная поставушка. Вот так приходится рубить. И, между прочим, камера сама выключается. Блин, я не знаю, от чего это. Но в этом походе несколько раз уже меня так подводила во время съемки. Она вырубается. Смотрите, какая толщина льда. Это ночной лед, сантиметров 15, наверное. Ну, 10 с лишним точно есть. Фух. Опять пустой. Вот видите как. Так прорубаю. И пустота. Ребят, включил камеру. Здесь какое-то сопротивление было. Надо посмотреть. Вроде бы кто-то есть. Так что давайте проверим. Лунка маленькая. Думаю, рыба тоже небольшая.
Да, есть кто-то. Нормально тащит. А вон вижу я его. Опа. Видели, как интересно. Ух, ничего себе пошла жара. Ну, смотрите, как дергает. Морда уже видна была, но ох, пипец. Бля, и пасть открыла она. Вон он. Он. Вот она, ребят. Счастье рыбака. О. Поймали мы. Долгожданная уха. Очень толстая щука. Сейчас поближе покажу. Ну иди туда. Иди. Дай зрителям показать. Вон она, сантиметров 40, наверное. Но он очень толстый. Крепкая щука. Проглотила он. Пипец, вот это повезло. Вообще у меня надежды не было. Но одна жерлица осталась еще. Так что, я не знаю. Наверное, повезло все-таки. Наши труды. Пальцо дубели, если честно. Сейчас 20 градусов, наверное, тоже на улице. Ну вот. Вот он трофей. Ну иди туда, вон да ты. Вон. Пузо полное. Хорошо. Надо вытащить крючок. Ничего тоже нет. Но это последнее все, жерлица. Крайний. И щуки, короче, я не вытаскиваю. Не смог вытащить. Ну, монтарлан такой. Этот крючок он проглотил. Я дома уже нормально вытащу. Еще вот был. Такая рыбалка. Из 19 донок одна щука. Но я очень рад. Нет слов.
Потихоньку, ребят, собираюсь. Доедаю последнюю котлету. Ну, чай кипятить ничего не стану. Там теплая вода в чайнике еще есть. Короче, некоторые вещи я уже убрал. Загрузил сено. В следующий раз надо что-нибудь, какой-нибудь шкафчик сделать, привезти. Мышей очень много развелось. Я просто не знаю, что. Ну, обычно я оставляю что-нибудь. В следующий раз оставлю. Макароны, чай привезти, чтобы в избушке немножко продукта оставить для попутчиков. Вот этот матрас, не знаю, видно, не видно, чуть-чуть в сторону тоже отодвинул. Потому что здесь вот у меня продукты, которые висели, полностью все съели. Там только соль остался и все. Там макароны были, бич-пакеты, еще что-то там, не помню уже что. Только пустые пакеты остались. Все нагадили, блядь, вообще так противно. Ну и с этим бороться. Ну, самое главное, продукты не оставлять. Даже вот когда у многих охотничьих избах вместо матраса там раньше, ну сейчас-то мало кто так делает, но раньше всегда вот лосиные, шкуру вместо матраса там стелили, или же этот, как его, у оленя. А сейчас нет, сейчас или матрас обычный, или же в спальных мешках люди спят. Вот. И когда вот в избушке, скажем, вот у лося этот, как же, шкура или у оленя, вот мыши пируют тоже. Они грызут эту, как сказать, эту шкуру. Вообще, честно, противно. Это все противно. И везде вот это, как сказать, помьет ихний. Я сейчас перед тем, как уехать, все еще под фонариком, конечно, придется. Под фонариком все я подмету. Лишнее все убрал, чтобы в продукта вообще ничего не осталось. Надо шкаф привезти. Что-нибудь надо придумать герметичное, чтобы мыши не смогли туда лезть. Вот это последнее дело. Чуть не забыл вылить. Но тут уже я все убрал. Все хорошо. Вот в таком состоянии оставляем. Печку-вытяжку открытым оставляю. Здесь окна тоже, смотрите, как ярко светит фонарик. Это Армитек. Фирма Армитек хорошие фонарики продает, ребят. В описании ссылка на мой фонарик тоже есть. Так что, кому интересно. Вот, подмел все. И на подоконнике, и везде-везде. Кругом. Короче, как будто вот что-то лишнее. Но вот, и вроде думаешь, это может не надо, а вот в другой раз пригодится. Вот эти книги, вот зачем мне эти книги? Привез как-то тоже вот. Надо вот в другой раз ящик, если привезу, вот это такие вот стаканы, вот чайник, все в ящике, чтобы мыши, этот, как его, этот ноет. А, Тулан, что мычишь там? Что мычишь? Да, сейчас поедем. Сейчас мунам сейчас. Вот такой сегодня, как бы, такая ночь была. Хорошо переночевали, в принципе. Немножко дров нам там осталось еще. Вон, одна полена горит. Вот. Ничего страшного. Ладно, спасибо, изба. До следующего раза. Мышеловку вот тут оставил. Пускай будет. Все. Дверь закрыли. Ну, на улице еще не скажу, что темно. Вроде ничего не забыл. Ничего не забыли. Столько вещей. Сено для Тулана, это на подстилку. Там еще чуть-чуть нарвал вот эти ветки добавок, что я вам показывал. И где-то половина, наверное, чуть меньше половины осталось. Это сырые
как сказать, сырое сено. Это верхний слой, который под дождем был, он замерз, такой комок, это все. Хотел сжечь, но он не горит. Он какой-то вот сыроватый. Вот. Опять вот сейчас, слышите, как скрипит снег. Минус 18 было, когда с рыбалки возвращались. Сейчас не знаю, на около 20 опять. Да, вам? Сейчас поедем. Вот такие дела, ребят. Вода здесь вкусная, очень вкусная, речная вода. А вот если в Нишере уже другая вода совсем. Не знаю от чего отличается. Хотя река одна и та же. Но ниже нас две больших таежные речки. Там Лопью, Адью выходит. И еще Гую, маленькая речушка. Может от них какая-то вода идет. Сейчас я заведу машину и немножко подогреть надо. Потом уже увидим. Грейдера все уже уехали. Работу закончили, наверное, видать, сегодня. Господи. Сейчас свет заведу. Надо подогреть чуть-чуть. Видите, как ярко светит. Он сейчас резво завелся. Запустился или как там. А утром, когда холодно было, аккумулятор, думаю, ну, здесь еще дополнительно надо утеплить. В принципе. Нора какая. Вот мыши тут ходят. Так что кругом они норы делают. Может, от складовки еще. Вот тут смотрите, какая тропинка вон. Мощная тропинка. Короче, ну что сказать. До следующего раза. Я не знаю, когда приеду сюда. Может через неделю, может через месяц. Ничего сказать не могу. Но может новогоднюю елку. За новогодней елкой сюда приеду. Дорога будет, в принципе, как смогу, приеду. Также будем по ходу снимать еще, как сказать, может, погоняю косачей. Но, ну, блин, что-то у меня стрельба вообще не такая стала, как раньше было. Или патроны такие, или патрон такие, или что-то со мной не то. Но что-то я начал мазать. Был шанс добыть. Вчера хороший шанс был. Рябчика не попал. Сегодня тоже. Но сегодня у меня как бы упора ничего не было. Шатало все. Выстрелил. Даже получается на авось. От моей пули никто не пострадал. Все улетели живы-здоровы. Самое главное, чтобы эти морозы они пережили, потому что они должны быть уже в лунке ночевать, а снега для них вообще нету. Но они садятся на землю и прямо они ложатся вот на этот снег. Половина туловища, меньше половины туловища в снегу. Я видел, ну, много раз встречал я такие вот ночлежки ихние. Они не на деревьях сейчас уже не ночуют, они на земле ночуют. Именно стараются как-то греть себя снегом, но, к сожалению, снега совсем мало. Вот. Да, Тулами, сейчас поедем. Пошли. Так. Давай. Опа. Ладно, изба. До следующего раза. Пока. До новых походов. Все хорошо. Я, ребят, уже доехал до села. Вот такой был поход с ночевкой. Хочу вас отблагодарить за ваши просмотры, за ваши лайки, дизлайки, за все. Большое спасибо. Ждите новые сериалы от Олега.
на сегодня будем заканчивать. Всем пока и будьте здоровы.